Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Сказки о том, что якобы имам Шамиль трижды нападал на ингушей с целью захватить этот народ, горячо любимый и популярный среди ингушского народа, что, конечно же, не соответствует действительности. Сегодня мне скинули пост от одного горе-историка из соседней Ингушетии, где он нагло заявляет, что Шамиль хотел захватить ингушей. Начнем с того, что мы уже делали ролик с опровержением, что Шамиль никогда не нападал на ингушей. Шамиль делал набеги на русские укрепления, и воевал он против русских. Как мы знаем, Ингушетия в то время являлась форпостом России на Кавказе, соответственно, в планах было уничтожить и освободить занятые земли русскими. Дело происходило в феврале 1841 года. Вот небольшой отрывок с того времени, что говорилось в русских источниках. Владикавказский комендант полковник Широков получил от лазутчиков сведения о поголовном сборище чеченцев под начальством Ахверды Магомы с намерением будто бы предпринять набег на Назрану. Известие это заставило Широкова собрать всех людей 3 кавказских линейных батальонов, находившихся на дорожных и других работах, и усилить небольшой наблюдательный отряд около крепости Назрань. Как мы видим, русские собрали все войско, сколько можно было собрать на тот момент, чтобы защитить крепость Назрань и самих ингушей от соседних чеченцев. Но утверждать, что чеченцы и Шамиль воевали против ингушей с точки зрения логики, очень глупо, потому что ингуши ничего из себя не представляли, будучи данниками кабардинских князей. Без имперской армады ингушей взяли бы за считанные часы. Данный историк в кавычках пишет за 17 век, упоминая имя Шамиля, но Шамиль родился в 1797 году, это у нас получается 18 век, а умер он в 1871 году, можно сказать, конец 19 века. И тут наш горе-историк обсчитался. А для тех, кто хочет поддержать нас, оформите спонсорство на наш канал. Взамен вам предлагается фирменный значок рядом с именем и некоторые эмодзи в виде национальных героев чеченского народа. Всем огромное спасибо за вашу помощь и поддержку. Пусть Всевышний вернет вам многократно.